Вода отступила, но и сегодня Оксана может попасть в большой мир только так. Этот участок вместе с домом не первый год попадает в водяной плен. 2010-й. Хорошо тоже так эти заборы поломало. Льдом тоже было. И вот в доме лед, потому что тоже где-то там ниже Санихтата тоже затор где-то был. В 2006-м черная вода очень высокая была. Стояла недели полторы, наверное. Ну, выше этих заборов. Ну, получается, под окошки было. Под окна. Ну, фундамент так это хорошо, ну, под поле как бы откачивали. Удивляет упорство и стойкость жителей. Сейчас у всех главная забота – привести в порядок двор и теплицы. Некоторые их привязывают. Наверняка, чтобы ниже по течению не сняли урожай. А в целом Андрей с супругой относится к проблеме философски. Затор вот это потревожил нас и все. Ну, сами расслабились, сами. Ну, и мы, и вышестоящие все подумали, что так просто пройдет. Ну, с природой нельзя шутить. С природой, наверное, на «вы» всегда. И ждать от нее пока не устаканится. Здесь нас встретил мохнатый хозяин. Обнюхав, зевнул. Далеко все равно не уйдете. Хозяева заняты делом. Как раз после дождей наконец-то выглянуло солнце. Ну, уже почти ушла. Он тут сейчас бардак навела. Что. Там маленько еще в ограде можете. Ну, началось позавчера. Стало наводнять. С соседних домов пошла вода. И постепенно с той стороны вода начала заходить. Где трасса, вот с леса вода пошла. Это не единственные участки, подтверждает глава города. Вчера мы зафиксировали потопление земельных участков на улице Геологов, Набережная и частично на улице Бегетова. Всего 23 земельных участка, из которых 20 земельных участков – это дачи, и 3 земельных участка – это индивидуальное жилищное строительство, то есть постоянно проживающие здесь. Между тем, в детской модельной библиотеке организован прием гуманитарной помощи для пострадавших. Молодежная администрация при главе муниципального района Алепинский район и волонтеры культуры городской детской модельной библиотеки организовали пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от весеннего паводка. Наша команда будет координировать работу по сбору и отправке гуманитарной помощи. Очень рада, что люди проявляют активность. Сегодня уже несколько человек принесли первую гуманитарную помощь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.